новым днем, республика! Вас приветствуют телевизионные жаворонки главного утра Якутии. И снова мы вместе, Ларина Сукуева, Иван Луцкан, готовы подарить вам хорошее настроение в это утро. А тем временем на календаре сегодня 15 мая, середина недели, и сегодняшняя дата довольно богата на события. Так, сегодня отмечается Международный день семьи, Международный день климата и Международный день отказника. Вот интересный, конечно, день. Если по первому все понятно, да, день семьи, день климата, то вот по Дню отказника хотелось бы отдельно остановиться. Что же такое Международный день отказника? Есть продолжение. От военной службы по убеждениям совести. То есть отказники — это те люди, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию. Интересная дата. А еще 15 мая свой праздник отмечают женщины, увлеченные маникюром и коллекционированием лаков для ногтей. Именно их именуют лакоманьяками или лакоманами. И поэтому сегодняшний день называют День лакоманьяка. Тебя можно отнести к этим людям или нет? Нет, без фанатизма. Правильно, забавно. Но, по крайней мере, надо акцентировать внимание на первых двух праздниках. Это Международный день семьи, с которым мы вас поздравляем от всей души, и Международный день климата. Вот как раз о климате и о том, как он будет меняться сегодня в течение дня, мы поговорим прямо сейчас. Давайте немножечко акцентируем внимание на том, какой будет прогноз погоды на территории Республики Саха-Якутия по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В целом на западе, юге, севере днем местами в центральных районах небольшой кратковременный дождь. На севере со снегом. Температура воздуха ночью +2, +7. На севере -3, -8, при осадках -3, +2. Днем +17, +22, при осадках +11, +16. На севере +3, +8, местами -2, +3. Что же касается погоды в городе Якутске, то в целом ожидаемая погода в течение сегодня суток следующая. Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Днем гроза, кстати, утром уже дождик прошел. Кто выйдет на улицу, это успеет заметить. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Порывы могут быть до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4, +6, а днем уже по-настоящему летняя погода +19, +21 градус. Друзья, не забывайте, что мы работаем для вас в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Так что смело отправляйте на этот номер свои сообщения. Может быть, у кого-то сегодня день рождения, юбилей, какое-то знаменательное событие. Отправляйте сообщения, мы его с удовольствием прочитаем. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Новый день», и мы продолжаем наш утренний эфир. Так, сегодня в Якутске ожидается теплая погода, +20 градусов. Вообще в эти дни погода нас очень балует. Да, радует, по крайней мере. Но, тем не менее, ты не забывай, что сегодня еще синоптики прогнозируют грозу. Ну, первая гроза как раз почти в начале мая. Люблю грозу в начале мая. Также радуются и огородники, потому что начинается огородно-посевной сезон. Ну вот я все время был огородником, сейчас пока времени не хватает этим заняться. Но, тем не менее, в начале мая всегда высаживал морковку, там, рассаду уже готовил и прочее, да. И, по крайней мере, те советы, которые нас даст следующий сюжет, я думаю, они помогут каждому огороднику. На даче только начинается сезон, да, поэтому мы начинаем только-только копаться в них. Морковку, картошку, помидоры, огурцы. Планируем посадить картошку, морковку, свеклу, зелень. А еще у нас есть теплица, где помидоры, огурцы. У меня нет огорода, слава богу. На грядках нет. Я не фанат. Нет, у меня нет огорода. Посеяла морковку, укроп, лук, редиску. Ну, вообще новое стараюсь что-нибудь садить, да. Чтобы интересно. Те же помидоры другой сорт, огурцы другой сорт. Что-нибудь другое обязательно. Ой, там все выращивают, моя супруга. Там огурцы, там баклажаны, все что угодно выращивают. Тренды изменились. Это 90-е годы можно было дать. Но потом куплю, если что надо будет. А пока нет, не нуждаюсь. У меня нет грядок. Работаем, временно ходим к вечерней, начинаем садить сначала теплицы делаем маленькие, там эти морковь сажаем,
Это картошки начали только-только огородик делать. Свекла есть. Так, и укроп, лук, цветы. Обязательно вокруг своей дачи делаю я цветы разные. Ландыш люблю я очень, розы начинаем. В этом году у меня розу хочу сделать, раньше не было розы. Я люблю эту розу. Цветы это уже обязательно. Без цветов какая дача? Я люблю гвоздику, портулак, лобелию мне нравятся, всякие разные вот такие вот. Ну, шафран это уже все такое обычное. Самые любимые бархатцы и астры. Но у них там видов много. Вот и планирую какие-то другие виды тоже посадить. Ну, обычная морковка, свекла и картошка. Друзья, мы не устанно повторяем, что мы работаем для вас в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Смело отправляйте на этот номер свои сообщения. Да, и вот одну из них, сестренку Леру Попову из Жиганска, поздравляем с 18-летием. Кроме стандартных пожеланий, счастья, здоровья, всего наилучшего, желают, чтобы сбывались все мечты, чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей, чтобы вас окружали только добрые и нужные люди. И еще везение во всем всегда. Родные из Хангаласского улуса. Так что у нас уже 2 улуса точно вместе с нами. Жиганск и Хангалас. Ну, ты сказал стандартные пожелания, а вот какие нестандартные тогда для тебя? Для меня Да. неожиданностей. Ну да, это интересно. Вдруг Да. такая неожиданность будет. Желаю вам неожиданностей, да? И все. Ну, приятных неожиданностей. Да, вот теперь немножко о не совсем приятном, но о том, о чем надо насторожиться. В Якутии с сегодняшнего дня начинается пожароопасный сезон. И в этом году метеорологи прогнозируют достаточно жаркое лето и с порывистыми ветрами и малым количеством осадков. Необходимо быть предельно осторожным при пребывании в лесном массиве, не оставлять, понятно, что мусор, бутылки, не разводить костры. Если что-то разводится, то, соответственно, необходимо проводить мероприятия по безопасному проведению времени на природе. Более подробно в нашем следующем сюжете. В целях своевременного принятия мер по обнаружению и тушению лесных пожаров, обеспечения пожарной безопасности в лесах с 15 мая на территории республики установлен пожароопасный сезон. Пожароопасного сезона практически окончено. Значит, подготовлено 100 человек подготовлено по курсу руководства тушением крупных пожаров. Значит, кроме этого, в этом году вновь действует в Республике Саха-Якутия вновь созданная резервная группировка ФБУ авиалесохрана, 65 человек. Такой группировки в прежние года не было. Далее, ГАУ «Якутлесресурс» подготовлено 167 человек к тушению лесных пожаров. В этом году метеорологи прогнозируют жаркое лето с порывистыми ветрами и малым количеством осадков. В связи с этим ожидается сложный пожароопасный сезон. В зоне наибольшего риска находятся Вилюйская, Западная и Южная группы районов. По прогнозам Гидрометцентра, по Республике Саха-Якутия на 2019 год погода будет также жаркая, с порывистыми ветрами и с малым количеством осадков. То есть, как вы видите, будет неблагоприятная обстановка в части лесных пожаров. 15 мая устанавливается пожароопасный сезон именно по центральным районам. С 20 мая будет установлен пожароопасный сезон по арктическим районам. Минэкологии Якутии напоминает, при обнаружении лесных пожаров необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу или в горячую линию лесной охраны. Наталья Колесова, Андрей Секритов. Новый день. Иван Петрович, скажи, пожалуйста, ты знаешь, кому принадлежат слова, фраза «устами младенца глаголит истина»? Ну, вообще, как мне известно, там есть несколько версий, но все они все равно приходят к библейскому происхождению. И речь там даже не глаголит, а глаголет, по-моему, да, истина. И речь шла, когда Христос говорил о том, что дети, они могут говорить только правду. А ты вообще с этим утверждением согласен? Вот порой, да, у меня ребенок иногда палец в рот не клади, все выложит о том, что знает, о том, что не знает. И порой бывают очень такие смешные казусные ситуации. Ну, давайте посмотрим, какие казусные ситуации нам предлагают наши телезрители. Сюжет.
Привет, мама, папа, бабушка, дедушка, старший брат. Моей маме большой привет. Чтобы красивая была, молодая. Я желаю всем добра, счастья и доброго. Еще хочу пожелать им доброго утра, доброго счастья, выспаться. И еще хочу пожелать им пойти на работу и хорошенько поработать, потом лечь и спать, потом обратно на работу просыпаемся, чистим зубы и потом обратно на работу. Я хочу пожелать, что все утром было, с вечера, все рады были. Доброе утро. Желаю вам доброго утра и хорошего настроения. Доброго утра. Желаю доброго утра и не болеть. А мы продолжаем наш эфир. Вот есть парочку поздравлений, которые вы отправляете к нам на наш студийный номер 8 914 279 22 62. Сердечно поздравляю племянницу Анастасию Куличкину с Днем Ангела. Здоровья, успехов, всего и самого доброго. Светлана Собакина передает этот привет. Кстати, очень много телезрителей просто желают всем зрителям, которые также встречают это утро вместе с нами, нового дня, доброго утра, хорошего настроения, да, значит, вот большей частью все сообщения именно связаны с таким хорошим приветствием. Кстати, Ларин, ты следишь за своим здоровьем? Конечно. Вот ты слышала про акцию «Онкопоиск» что-нибудь? Нет, ничего не слышала. Да, вообще эта акция была запущена главой нашей республики. Смысл этой акции заключается в том, что можно сдать анализ крови на онкомаркере и тем самым определить риск возникновения онкологического заболевания. Сейчас эта акция вызвала большой интерес у жителей республики, и Министерством здравоохранения было принято решение о продлении данной акции до 1 июня. Я же уже как врач мог бы посоветовать жителям не сильно впадать в ажиотаж, потому что в первую очередь можно пройти диспансеризацию, тем самым обезопасив себя не только от риска возникновения онкологических заболеваний, но и от риска других заболеваний, которые могут спровоцировать неблагоприятные последствия. Ну, к примеру, сердечно-сосудистые заболевания, или болезни органов дыхания, или болезни эндокринной системы. И вот мой совет: диспансеризацию можно пройти в любое для вас удобное время в поликлиниках города Якутска. Если у вас выявится риск возникновения каких-либо заболеваний, принять участие в акции «Онкопоиск», тогда ваше здоровье будет предотвращено от возникновения каких-либо опасных заболеваний. Вот такой можно было бы совет. Мы убедились, Иван Петрович, что на тему здоровья ты очень долго можешь говорить. А между тем хотим нашим телезрителям напомнить, что в апреле в нашем городе прошел фестиваль «Городская среда». Вот, Иван Петрович, как ты думаешь, что нужно улучшить в нашем городе? Да, самое главное, я думаю, чтобы создавать условия благоприятные для жителей. Можно было бы где погулять, чтобы он был чистый, аккуратный, мусорки везде стояли, чтобы было комфортно. Вот, наверное, в этом и смысл всей городской среды. Я думаю, что с тобой согласятся. И кто сделал сюжет, да, следующий? Давайте посмотрим. Работа над фестивалем в Центре компетенции по вопросам городской среды «Лето» идет полным ходом. Проект направлен на позитивные изменения в городах и поселках республики путем искусства, для того, чтобы изменить пространство и возводить интересные арт-объекты в интересах местных жителей. Наша цель не только создавать какие-то красивые вещи, да, привлекательные. Наша цель более глобальная, она заключается в том, чтобы вокруг этих созданных красивых объектов, арт-объектов, да, появлялась какая-то новая жизнь, и жители сами могли бы видеть, как из, например, росписи на стене может измениться целое пространство вокруг. Мы планируем возведение муралов, скульптур, инсталляций. И не только просто приходим, делаем какие-то интересные росписи, да, а у нас есть еще образовательная миссия. Мы хотим сделать встречи с художниками, планируем какие-то интересные мастер-классы для жителей, для детишек, для подростков. На данный момент идет работа над эскизами и идеями. В Нерюнгри, к примеру, планируют раскрасить и благоустроить несколько объектов, одними из которых станут белазы.
Мы хотим все это в рамках нашего фестиваля благоустроить, покрасить, и чтобы художники наши якутские приехали и в тематике нашего города, так как город у нас многонациональный, более 23 национальностей проживает, строили всем Советским Союзом. Вся эта техника, это, скажем так, достояние всего Советского Союза, всех национальностей. И вот в этой концепции мы бы хотели, чтобы у нас появился такой арт-объект, БелАЗ, либо экскаватор, расписанный в стиле, в национальном стиле тех народов, которые проживают на нашей территории. К участию привлекают местных скульпторов, архитекторов, урбанистов, а также волонтеров, для которых подобный опыт работы с населением станет новым форматом. А организация «Волонтеры культуры» именно с фестиваля начнет свою деятельность. Наша задача – консолидировать сейчас общество, жителей, городов, сел вокруг культурных проектов. Волонтер, он не просто отдает свое время, свои компетенции, свою помощь, свою физическую силу, а очень много получает на самом деле, помимо морального удовлетворения, которое, конечно же, за которым все и идут, идя в волонтерство, но еще и интересный досуг, новая информация, новые компетенции, да, то есть кто-то становится практически ассистентом художника, открывает в себе новые какие-то возможности. Команда профессионалов и творческих единомышленников начинает реализацию проекта уже этим летом. Присоединяйтесь и вы, ведь только вместе мы можем улучшить места нашего проживания. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир и спешим представить нашего первого утреннего гостя. Это Виктор Белостоцкий, заместитель председателя молодежного правительства Республики Саха-Якутия, также руководитель направления молодежного предпринимательства Якутского регионального отделения «Деловой России». А разговор наш пойдет о такой весьма интересной, для некоторых непонятной теме – это бизнес-климат в республике. Виктор, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, принимает ли во внимание предложения предпринимателей по улучшению условий ведения бизнеса? Да, конечно, на самом деле сейчас региональные власти, да, Сергей Сергеевич Николаев и вообще Министерство предпринимательства очень хорошо относятся к ведению бизнеса, особенно молодежного. Очень много этому уделяется внимания. Допустим, я как представитель молодежного бизнеса посетил Восточно-экономический форум, в прошлом году, Петербургский международный экономический форум, ЛИФ посетил, да. Оттуда я беру какие-то практики, тиражирую, представляю сюда. И голос молодых предпринимателей, он очень часто нас зовут на мероприятия, связанные с развитием тех или иных секторов, хотят видеть новое видение какого-то нашего. И плюс основной сейчас упор государства нашего вообще, российское, идет на развитие IT-отрасли. Так же, как и у меня, допустим, я генеральный директор IT-компании. И государство очень часто нас зовет, смотрит, и у нас очень хороший такой, паритет идет совместных действий, потому что без нас нет налогов, без налогов нет экономики, нет государства. Что касается вообще открытости правительства в целом по вопросам развития бизнеса, ты представляешь IT-компании, действительно сейчас в этом приоритет достаточно большой выделяется, но тем не менее, как ты видишь синхронизацию IT-компаний с традиционными отраслями хозяйства, с сельским хозяйством, с образованием, здравоохранением? Да, на самом деле, то есть IT-компания это новое веяние, в современной России. Вообще, я как предприниматель сложился из аналогов обычного бизнеса. У меня первая моя бизнес-модель, это было, я еще в школе продавал чебаки со Среднеколымска. Я жил рядом с домом быта. У меня был один портфель для школы, один для чебаков. Меня с Среднеколымска отправляли, я ходил. Мне было 9-8 лет. Я с 1-го по 5-й этаж продавал, шел домой, загружал еще раз. Потом у меня был другой бизнес, потом продажи. И потом я уже дошел до IT-компании. Как оцифровать чебака? Это, наверное, сейчас вопрос уже к Министерству артики, предпринимательства. Я немного занимаюсь. И цифровизация вообще всего, что сейчас происходит, цифровое общество, цифровое государство, это большая часть отрасли будущей экономики. Если мы сейчас не будем это делать, мы отстанем. И сейчас государство создает много мер поддержки. У нас есть первый IT-парк на Дальнем Востоке, у нас хорошо работает технопарк. У нас есть лизинговая компания. Мер поддержки сейчас государственных для молодых предпринимателей, для любого вообще предпринимателя, это очень много. Сейчас вообще на самом деле ренессанс предпринимательства идет. Если у тебя есть какая-то идея, ты можешь пойти в бизнес-школу. Если ты молодой, ты можешь пойти в какой-то акселерат. Если ты уже пенсионного возраста, 55+, есть такие программы по проведению учения бизнесу. Сейчас для этого все двери открыты.
поддержек государственных очень много. То есть, да, я сам, как являюсь резидентом IT-парка вот, да, сейчас, я вот еду в конце мая на Сколково стартап-тур. Это одна из самых больших стартап-конференций. Стартап – это маленькая инновационная компания, у которой есть какое-то определенное решение, что она будет глобальная, коммертизированная, и мне надо пройти там акселерат, обучиться, понять командообразование, и это все, получается, делается за счет государства, своих личных средств не трачу. У меня только есть идея, команда и реализация силы, чтобы это делать. Меня направляют в ту или иную отрасль. И вообще вот IT-бизнес, знаете, такой, что ты можешь прийти с одним проектом, чего-нибудь, отцифровать чебака, а в итоге у тебя там пришел вообще там какое-то создание приложений там, для ловли рыбы. То есть ты должен быть гибким во всем этом. И, соответственно, с этого у тебя идет синхронизация с государством, понимаешь, как работают меры поддержки государственные. Потому что современные предприниматели, они не должны ждать, дайте нам денег, я вам что-то создам. Так не работает. Я должны сами действовать, сами искать, там, открыть там бизнес-портал 14, который у нас вот республиканский, очень хорошо работает. Там есть меры поддержки вот, сельского хозяйства, цифровое село, там, и так далее. Очень много, там, 5% брать кредит для сельскохозяйственных. Это вообще почти что бесплатно. Таких нет условий, нигде. И кто хочет, тот всегда найдет. И я считаю, что сейчас из этого идет ренессанс. Государство очень хорошо к этому поддерживает. Еще раз повторюсь, допустим, министр предпринимательства Ирина Высоких, она до недавнего времени была предпринимателем. Она говорит с нами, да, на одном языке. Тимур Юрьевич Ханды тоже заместитель министра экономики. Он тоже был предпринимателем до недавнего времени, сейчас стал замминистра экономики. То есть у них хороший тандем, и наше правительство, оно нас видит, понимает, и разговаривает с нами на одном языке. И это дает нам консолидацию. Мы можем в году консолидации с совместными усилиями создавать будущее. А вот ваше мнение по поводу национального рейтинга, о котором в средствах массовой информации недавно говорили? Да, национальный рейтинг – это рейтинг Агентства стратегических инициатив России. Да, я, кстати, там проходил стажировку в прошлом году тоже от правительства, чтобы передавать свой опыт молодым предпринимателям, которые чуть-чуть не понимают, для чего это. Национальный рейтинг – он ведется по более чем 10 показателям, как ведение бизнеса, это как открытие собственного дела. Там, да, допустим, сейчас можно подать документы на создание ООО электронно. Госпошлины нету, то есть ты подал, завтра уже, через неделю, как пошел в государственную регистрацию налоговую, ты предприниматель. Раньше такого не было, да, там печать уже почти не нужна, есть электронный документооборот, присоединение к электросетям, вместо 40 дней сейчас 10 стало. И такие везде эти прорывы, и они государственно поддерживают. Этот рейтинг, то есть стимулирует местные региональные власти на действия, чтобы предпринимателей становилось больше. Нас и так очень мало. На самом деле предпринимателей в России вроде бы 2 или 3% от общего населения. То есть конкуренция на самом деле очень маленькая сейчас. Но это уже уходящий поезд. Почему? Потому что идет молодое поколение, допустим, я как представитель молодежного предпринимательства, часто общаюсь со школьниками, со студентами. Половина хотят стать предпринимателями, хотят создать IT-компанию, что-то продавать. У них есть примеры наших гигантов, Майтона, Индрайвер, да? И они хотят это делать. Раньше такого, когда я учился, не было. Спасибо большое, Виктор, что подошел к нам в студию. Хочется пожелать удачи в проектах, которые будешь реализовывать, чтобы тот опыт, который ты набираешь при посещении мероприятий, передавался другим молодым предпринимателям, их количество росло, и те продукты, которые они производят, только множились. Но сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Далее мы продолжим наш эфир нового дня на канале НВК Саха. Доброе утро, дорогие друзья! На календаре сегодня 15 мая, среда, и мы напоминаем, что для вас мы работаем только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Смело отправляйте на этот номер свои сообщения, мы обязательно их зачитаем. Кстати, сегодня, например, на свет появились такие известные личности, как Михаил Булгаков, Казимир Малевич, Виктор Васнецов, Людмила Касаткина, Пьер Кюри, и даже известно, что Юрий Долгорукий, князь, который основал Москву, родился 15 мая. Кроме этого, мы хотим напомнить, что 15 мая была открыта первая линия московского метрополитена, а случилось это в далеком 1935 году. Сейчас московское метро, наверное, это главный атрибут передвижения по Москве без пробок. Кроме этого, 15 мая было основано близкое для меня Российское общество Красного Креста. Ну а сейчас прогноз погоды на нашем канале. Сегодня в
целом на западе, юге, севере днем местами в центральных районах небольшой кратковременный дождь. На севере со снегом. Температура воздуха ночью +2, +7, на севере -3, -8, при осадках -3, +2. Днем в целом температура на территории республики очень хорошая, +17, +22 градуса. При осадках температура чуть уменьшится, +11, +16, на севере +3, +8 будет, местами -2, +3. Что касается прогноза погоды непосредственно в столице республики, в городе Якутске, то переменная облачность ожидает горожан, небольшой кратковременный дождь, днем гроза, ветер восточный 3,8 метров в секунду, порывы сегодня могут ожидаться до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью была +4, +6, это ощущалось, было достаточно прохладно, ну а днем будет по-летнему тепло, +19, +21 градус. А наша постоянная рубрика «Свежие вакансии» продолжает свою работу. Итак, на работу требуется товаровед со знанием программы 1С торговля и склад 8. Опыт работы приветствуется. Заработная плата от 25 тысяч рублей. Также открыта вакансия швеи. Без вредных привычек, можно без опыта работы. Заработная плата от 25 тысяч рублей. Также требуется экономист первой категории. Необходимо наличие высшего образования, опыта работы не менее 3 лет. Прием по результатам собеседования. Заработная плата от 38 тысяч рублей. Предприятие ищет юрисконсульта с высшим юридическим образованием и стажем работы не менее 6 месяцев. Желательно знание якутского языка. Заработная плата 27 тысяч рублей. По всем вопросам обращайтесь в Центр занятости населения города Якутска по адресу город Якутск, улица Петра Алексеева, 6/1. Но мы продолжаем наш утренний эфир, и у меня утренний вопрос Ивану Петровичу. Иван Петрович, любишь ли ты готовить? Люблю. По утрам или какие-то? А это уже как вдохновение пойдет, вот, если хочется что-нибудь такое. Хорошо, а какое тогда твое коронное блюдо? Ну, прям провокационный вопрос, дай-ка подумать. Мясо, наверное. Точно. Яичница. Ну, тогда яичница – это чисто утреннее такое блюдо. Да, его можно всегда кушать, на самом деле. И на ужин, да, и на обед. А дружишь ли ты с тестом? Но с тестом сложнее, конечно. Проще купить его, допустим, в магазине, уже готовое, и что-нибудь испечь. Ну, я думаю, что с рецептом следующих кексов, это тесто, да, ты справишься. Даже я справлюсь. Да, смотрим сюжет. Для брусничного кекса нам нужны 2 яйца, 1 стакан сахара, щепотка соли, соды и замороженная брусника. Взбиваем яйца, добавляем сахар. Добавляем муку, соль, соду и снова взбиваем. В конце добавляем нашу бруснику. Осторожно перемешиваем ложкой. Тесто распределяем в формочки и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. 30 минут и наши брусничные кексы готовы. Приятного аппетита! А между тем, якутяне вновь приняли участие в поисковых экспедициях в местах сражений Великой Отечественной войны. Так, например, в прошлом году силами поискового отряда «Отважный» были подняты около 30 бойцов Отечественной войны. И сегодня в нашей студии руководитель поискового отряда «Отважный», один из первых якутян, кого посвятили в заслуженные поисковики России, Николай Чеботарев. Доброе утро. А также участники экспедиции Алексей Амосов, а также представитель студотряда Республики и Айсен Теосытов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Расскажите, пожалуйста, что за экспедиция у вас была в этом году, на каких местах вы работали и вообще чем все закончилось, какие результаты? Значит, в этом году экспедиция была продолжением мероприятий, начатых в 17-18 годах, когда на средства, полученные от Фонда президентских грантов ГБУ «Победа» и Ассоциация ветеран организовали первые выезды поисковиков Якутии
в западные регионы для участия в вахтах памяти. От предыдущих экспедиций это отличалось только тем, что в этот раз она была организована по инициативе и на средства тех, кто, собственно, в ней участвовал. Да? То есть выяснили люди, которым это стало интересно, которых это движение захватило, которые истратили, как бы так, нашли личные средства для того, чтобы принять участие в данных мероприятиях. Ну, то есть из 4 участников экспедиции только одному удалось изыскать финансирование на оплату проезда, а все остальные расходы, собственно, легли на плечи тех, кто в них участвует в этой экспедиции. Значит, группа выехала на работу в Волгоградскую область по местам боев Сталинградской битвы. Значит, работали мы в районе высоты 118,1. Это там, где в течение 4 месяцев шли, ну, скажем так, одни из самых ожесточенных боев этой битвы. Значит, работали мы вместе с отрядами из других регионов. То есть всего там было порядка 190 участников вахты. Отряды приезжали, по сути, из всех регионов России. То есть из Сибири, Дальнего Востока, ну, только мы дальневосточные. Так, Нижневартовск, Красноярск, Новосибирск. Очень много отрядов было с Татарстана, с Астрахани, с Башкортостана, вот, с Оренбурга. Значит, ну, по итогам экспедиции отрядом вот из 4 человек было поднято 21 боец. Из них 3 оказались бойцами иностранных армий, и вот 18 бойцов армии нашей Красной Армии, которые будут перезахоронены в августе этого года на мемориальном кладбище в селении Рассошка. Вот. Ну, собственно говоря, это все по результатам. Алексей, ну, ты отправился в экспедицию как раз первый раз. Как у тебя впечатление после этого? Что тебя сподвигло? Ну, отвечу сначала на второй вопрос. Получается, данное направление мне подсказал наш боец, активист нашего штаба. И получается, он в 2017 году впервые тоже ездил. То есть была вот в год добровольца, да, некая потребность именно в новом направлении, по направлению именно добровольчества студенческих отрядов. И вот данное направление вот нас заинтересовало, и вот решили в этом году попробовать, ну, посмотреть, как там внутри все устроено. А по своему собственному впечатлению, да, это интересное направление. Я заинтересовался. Айсены, мы знаем, что вы нынче поехали во 2-й раз, да? Скажите, вот есть какие-нибудь особенности работы вот в этом году и вот в отличие от прошлого? Ну, в этом году я могу отметить то, что мы подняли больше бойцов, получается. В прошлом году у нас было 16, в этом 21. И, ну, как сказать, там отлично, новые знакомства, новые места. В прошлом году мы работали на балках, в этом году на поле, получается. А почему вас это заинтересовало? Может быть, вы изучаете историю? Я сам по профессии юрист. В движение попал через Грантский фонд президентский. Выиграли в прошлом году. Потом меня вот, как сказать, потянуло на это. Мне понравилось. Вот, интересно узнавать новые вот находки, новые экспонаты для музея собирать. Как раз о находках. А какие находки были вот интересные и в первую или во вторую? Ну, в первый раз, конечно, все интересно, начиная с гильзы, да, вот, начиная до каски, да. В этом году самое интересное было... Это бутылка, да? Бутылка. С водой, да. С пробкой, вообще целая, которую это фляжка стеклянная 43-го вот. И она целая осталась, да? Да. И 2 винтовки Мосинга и немецкий Маузер. Вот самое интересное в находке, можно сказать. Николай, вы так хорошо сейчас улыбаетесь. Ребята, наверное, так, ну, действительно рады, да, вот этим вот находкам. Скажите, какие планы у вас? Значит, ну, планы сейчас, мы готовимся к экспедиции в августе. То есть планируем выехать в тот же район, то есть продолжить поиски на тех же, скажем, высотах. Отличие будет только в том, что в августе там планируется захоронение бойцов. Как бы это очень такое интересное мероприятие, на котором стоит побывать любому поисковику. Вот. И, собственно, сейчас вот мы изыскиваем, скажем так, средства, собираем снаряжение и подбираем людей для экспедиции, которую планируем на, скажем так, 2-ю половину августа. То есть это с 10 по 23 августа мы будем работать там. Вот. Если есть желание, куда можно обратиться? Вот да, и кто может вот стать участником экспедиции? Ну, собственно говоря, участником экспедиции может стать любой желающий, кто согласится работать, пойдет необходимое обучение, да, вот, и как бы будет принят в команду, которая будет выезжать в тот или иной район. Значит, по вопросам можно обращаться либо
скажем так, на мой телефон, который можно получить, наверное, у вас в студии, либо обращаться в ГУ «Победа», который, собственно, на сегодня занимается координацией данного направления. Либо Вот. штаб студенческих отрядов. Спасибо большое, что подошли к нам в студию. Мне хочется напомнить, что у нас сегодня в гостях были руководитель поискового отряда «Отважный», один из первых из якутян, кого посвятили заслуженные поисковики России Николай Чеботарев, а также участники экспедиции Алексей Амосов и Айсен Теосытов. Спасибо за вашу работу. Хочется пожелать вам удачи. Может быть, удастся и восстановить память о кого-то из якутян, которые принимали участие там в битве. Ну а пока мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, потому что после рекламы в этой студии появятся наши коллеги Евгения Арьянова и Петр Кулаковский. Новый день продолжит свою работу. Всем хорошего дня и отличного настроения. Пока-пока.